Айгуль Ямалиева, Максим Липин, ТНВ, Нижнекамск. Ящик спиртного для 2 девушек. Такое требование выставила организаторам группа «Тату», когда выступала в Казани на пике своей популярности. Впрочем, в столицу республики с завидной для многих городов чистотой приезжают знаменитости разных уровней и регулярно обескураживают прокатчиков своими запросами. Маргарита Петрова узнала некоторые тайны. Всех, кто чтит его идеологию рок-гуру, буквально ошарашил в начале этой недели. СМИ потом еще долго писали, аквариума больше не будет. Борис Гребенщиков уходит в подполье. Однако все же обещал фанатам еще несколько концертов. В Казани повезло. Это кадр прошлогоднего концерта. Тогда группа отмечала 4000 лет, что в пересчете на земные цифры 40 мира под названием БГ. В этот раз легенда приедет с домашним концертом. У него были всегда такие интересные посиделки после концертов, такие долгие, прям практически всю ночь, он до утра вел беседы, вот эти философские. Это ему сейчас, чувствуется, не хватает. Борис Борисович, он всегда у нас в городе находит время, чтобы посетить собор Петра и Павла. Он очень мягкий и доброжелательный. Доброжелательны многие представители старой школы. Уважают и публику, и прокатчиков. С такими обычно и старается работать клуб «Амплуа». Несмотря на стаж в несколько десятилетий, удивляются часто, в том числе и хорошему. Например, Стиси Кетч оказалась неамбициозной и мягкой. Звезда европейского диска приезжала осенью, а в апреле казанцев ждут на танцполе российские звезды 90-х. Чем их будут радовать после концерта, организаторы пока не знают. Зато рассказывают, что Инна Тюрикова попросила тихую гостиницу и хорошего повара, который сварит ей утром кашу. Как-то легко с вами, спокойно. Да, спасибо вам за все. Вот. Артистка приедет на следующей неделе с удивительной историей, как из-за ошибки дверью случилось долгожданное чудо. Маргарита Петрова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.